республике на данный момент убран урожай на площади 2326 гектаров, а средняя урожайность составила 28 с лишним центнеров с гектара. Ячмень скошен на площади 4976 гектаров, урожайность 27 центнеров. Согласно данным ведомства, уборочная кампания продолжается и ведется в полном соответствии со всеми агротехническими сроками и требованиями. Кроме того, в полной готовности находятся складские помещения государственных унитарных предприятий республики. Имеющиеся на сегодня мощности позволяют единовременно хранить более 35 тысяч тонн зерна. Воспользоваться этими помещениями при необходимости смогут также и фермеры по запросу в Минсельхоз. Там же будет храниться сформированный по поручению главы Ингушетии Махмута Али Калиматова неприкосновенный запас зерна, который может быть в дальнейшем использован для нужд региона. Уборка идет, показывают там все, говорят, грузится зерно. Хоть одно зернохранилище покажите мне. Пойдите все эти амбары проверьте, зернохранилище. Сколько тонн? Как это измеряется? Чтобы оно не сгорело зерно. Что предпринимается? Завтра же акты напишите, что это сгорело, которое туда пришло. Мы так научились вот это вот все. И ну, сгорело зерно. А там, здесь было там 10 тысяч тонн. Ну, сгорело. И все. Не будет такого. Вот сейчас урожай идет, я все равно выйду, я буду смотреть это все. Мне нужно, что нужно государству отдайте. Сколько у нас сельского хозяйства, сколько у нас должны процентов отношения от прибыли? 20. 20? 20%. Сколько у вас предполагаете урожай будет? Общее сколько по республике? Общее где-то в пределах 100 тысяч тонн. 100 тысяч тонн. Это много или мало? Это и немного, и не мало. В прошлом году сколько было? 78. 78. Это мало. Глава Ингушетии подчеркнул, что Минсельхоз региона должен поддерживать тех сельхозпроизводителей, которые добросовестно трудятся и могут похвастаться хорошими показателями. Вот весь отчет это после 20-го. Вот по каждому, сколько кредиторка у кого была, кто сколько получил, и все вот арифметику по каждому. Сколько поля у каждого, сколько было зерна, пшеницы, ячменя, и по нацпроектам, и по субсидиям, и по остальным вещам. До килограмм зерна отчитаетесь. Я ничего не забываю, просто надо эти вещи внимательно к людям относиться будем. У нас изобилие будет животного мира, у нас будет изобилие зерна, вот, но выявлять надо вот этих кровососов, понимаешь, вот эти, которые гранты получают, потом кредиторку свою закрывают, потом ее опять они сделают. Вот такой вот человек, он нечистоплотный. Найдите достойного, у нас много КФХ, который вот развивает сам частник, он хорошо работает, давайте ему отдадим. Будем убирать вот эти вот, потихоньку вычищать. Значит, мне полную картину отдельно после 20 числа планируют до 5 августа определить, Владимир Владимирович, повестку и отчет прям сельского хозяйства, вице-премьер и все остальные, ГУПы, все, кто участвует в этом деле. Но вы мне тогда не говорите, тут сказки Андерсона не рассказывайте, а конкретно будете говорить, ГУП такой, земли столько, зерна столько, килограмм сюда, килограмм туда, копейка здесь, кредиторка у него была такая-то. Погасить хочет ее вот за счет государства. Вы же дорожите своим местом должностным. Вот и дорожите. Также в ходе совещания обсудили вопрос реализации мер, предусмотренных национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Среди них выделение грантов КФХ на создание и развитие хозяйств, субсидий для потребительских кооперативов и центров компетенции, созданных в рамках проекта. Хадь Забриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиф, Рахман Цуров, Новости 24.